Митинг против коррупции в Бишкеке притянул к себе провокаторов. Тем временем хакерские атаки на ресурсы, опубликовавшие антикоррупционное расследование, продолжаются. То есть кого-то по ложному доносу могут посадить. А на кого-то, если даже выкатишь кучу доказательств и свидетельств, он будет наслаждаться где-то за рубежом, в Дубаях загорать. Очередной конфликт со стрельбой на кыргызско-таджикской границе. Есть пострадавшие с обеих сторон. Малоимущим казахстанцам банки больше не дадут в долг. Новый закон о кредитовании вступает в силу с нового года. Эти поправки направлены на благо людей, для того, чтобы они не попадали в кредитную зависимость. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Бишкеке прошел мирный митинг за свободу прессы и против коррупции. Реакция 2.0. Это уже вторая акция протеста в таком формате. Исключительно гражданская инициатива без выступления политиков. Сегодня не обошлось без провокаций. Дарья Тимофеева продолжит. Второй мирный митинг пытались сорвать особо активно в соцсетях. Фейковые аккаунты писали и об отмене реакции 2.0, и о том, что под видом акции протеста проведут гей-парад. Онлайн-провокации не удались. Выразить свое несогласие с действием властей вышли более 1000 человек. Многие в первый раз. Когда это стукнуло, это, наверное, вот после феминаль, на самом деле. Вот, когда приходят какие-то левые люди и говорят, как нам распоряжаться своим эстетическим выбором. Вот, поэтому... Сегодня пришли за ними, завтра придут за соседом, послезавтра придут за мной. То есть кого-то по ложному доносу могут посадить. А на кого-то, если даже выкатишь кучу доказательств и свидетельств, он будет наслаждаться где-то за рубежом, в Дубаях загорать. Некоторым участникам поступали прямые угрозы. Утро известного адвоката Нурбека Тактакунова началось с неприятного звонка с неизвестного номера. Голос в трубке предостерег от похода на центральную площадь. Он сказал, вот это хороший митинг, в таком духе, да. Ну, получается, мы тебя порвем. Спустя полчаса после начала рядом с мирным митингом развернулся еще один. Мужчины и женщины в национальной одежде закрывали лица от камер и не могли озвучить свои требования. Почему вы думаете, все без камер, все вот прячут лица? Я не думаю, знаю. Ну, вот просто мне интересно, там напротив митинг, и люди стоят с открытыми лицами. Тебе лично интересно самой, да? Ну, как Давай. журналисту. Сюда наедине поговорим, если тебе интересно лично. Ну, здесь вообще-то мужчины, столько мужчин присутствует, так что нам не положено говорить. Можно мы отойдем? Почему вы собрались? Какая идея, какой основной посыл? Часть собравшихся оказались членами националистического движения Кыргчоро. Позже на площади появился их руководитель и заявил, что некоторые провокаторы неизвестны и ему. Участников мирного митинга окружила милиция. Правоохранители попросили соблюдать порядок и не реагировать на провокации. Никаких унифицированных плакатов на мирном митинге не было. Свой протест на бумаге каждый выражал как хотел. Впрочем, от ряда оригинальных идей все же пришлось отказаться. Заведения, которые в прошлый раз разливали чай и кофе, их потом штрафы, налоговые проверки. И было одно известное заведение в городе, когда я хотел плакат типа «Эх, сейчас бы в это заведение, а не вот это вот все». Было бы прикольно, но из опасения мне сказали, лучше не надо. В последнее время у нас в стране творится что-то непонятное. Я не знаю, эти Кыргчоро, феминале, также смог и коррупция, бездействие властей по отношению к Раиму Матраимова, назначение Бекназарова. Что это такое? Где здравый смысл, люди? Участники подписали петицию с общими требованиями защитить права граждан, прекратить гонения критикующих действия власти, обеспечить свободу слова. Похожий документ активисты передали руководству страны 3 недели назад. Но реакции не последовало. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. «Настоящее время Азия», Кыргызстан, Бишкек. СМИ Кыргызстана впервые за всю историю переживают сильнейшие хакерские атаки. Это может быть связано с тем, что сайты этих изданий публиковали материал про украшения и наряды супруги бывшего замглавы таможни Раима Матраимова. Давлению подвергаются и другие интернет-ресурсы. Подробнее об этом Джибек Бегалиева.
Кроме сайта «Фактчек», который вчера посчитал, сколько могут стоить только украшения жены Раима Матраимова, хакеры атаковали как минимум еще 6 ресурсов. По удивительному совпадению, все 7 изданий перед этим опубликовали материал, в котором говорилось, что только одни часы из коллекции супруги бывшего таможенника Улкан Тургуновой могут стоить около 40 тысяч долларов. Атакам разного рода подвергаются все материалы про семью Матраимовых на разных интернет-площадках. Рассылаются письма с угрозами владельцам YouTube-каналов, где говорится о том, что чтобы они убрали материалы про Матраимова. Помимо этого были взломаны компромат KG. Я думаю, что это все связано, что нанята такая группа хакеров, которые работают по зачистке информационного пространства Кыргызстана. Влад Ткачев профессионально занимается информационной безопасностью. Он уверен, что такую массированную DDoS-атаку невозможно организовать на территории Кыргызстана. Есть официальные торговые площадки, где продаются такого рода серые и черные услуги. Можно заказать эту услугу, указать адрес жертвы, заплатить деньги, перевести там в биткоинах, то есть неотслеживаемым платежом, для того, чтобы это все началось. Мы вместе с Владом попробовали подсчитать, сколько примерно пришлось потратить заказчику на DDoS-атаки. Он объясняет, что все зависит от уровня защищенности портала. Цена варьируется от 7 до 400 долларов за час атаки. Например, попытаться обрушить сайт Club KG обойдется в кругленькую сумму. Их кибербезопасность обеспечивает серьезная шведская компания. За каждый час попытки обрушить систему хакеры берут примерно 300 долларов. На момент написания сюжета DDoS-атака на Club и Cactus все еще продолжалась. Получается, только на Club KG заказчики могли потратить примерно 4500 долларов. Это преступный вид бизнеса, то есть хакеры в свое время провели свои атаки и заразили десятки тысяч устройств по всему миру. Это могут быть роутеры, домашние компьютеры, какие-то серверы. Из них они строят так называемую бот-сеть, сеть, которая управляется извне. В момент получения заказа они просто отправляют команду всем этим 10 тысячам устройств отправлять пакеты на какой-то определенный ресурс, ну там Cactus или кто-то еще. Все, 10 тысяч устройств просыпается и начинает каждый слать по небольшим пакетикам. Но так как их очень много, канал не справляется и ресурс становится недоступным. В разное время кыргызские издания публиковали материалы о том, что до 80% комментариев под публикациями сайтов о семье Матраимовых делают фейковые пользователи. Параллельно в социальных сетях создаются фейковые страницы якобы информационных ресурсов, на которых публикуются провокационные материалы про пользователей, которые особенно активно требуют от властей реакции на публикации про бывшего таможенника и его семью. Последний такой вброс сделали накануне митинга. Ну, на меня лично, да, там делали скетчи. Я уже за 8 лет к этому настолько привык, и я отнесся к этому с юмором. Это никак не повлияло на то, что вот я выйду, не выйду в следующий раз. Но политолог Медет Тюлегенов считает, что материалы, в которых организаторов антикоррупционных митингов называют западными агентами, представителям пятой колонны, уже давно не достигают своих целей. Чем больше таких провокационных материалов появляется, говорит Тюлегенов, тем больше людей понимает, что на это кто-то специально тратит серьезные деньги. Любая информация об этой теме, про Матраимова, она воспринимается, скорее всего, в том ключе, что это еще одно подтверждение коррупции. И получается, для тех, кто пытается затушевать эту проблему и показать обществу якобы, что проблем вообще нет, у них тоже не остается никакого другого способа, как тоже действовать информационно. А еще прямо перед митингом местные сайты перепечатали статью с турецкого Sözcü Today. В материале говорится, что авторы расследования про Раима Матраимова могут иметь отношение к убийству китайского бизнесмена Эркена Саймайте в Стамбуле. Позже выяснилось, что фейк-портал – точная копия турецкого сайта, который кто-то создал неделю назад. Джибек Бегалиева, Самат Алшбаев, «Настоящее время. Азия», Бишкек, Кыргызстан. О прошедшем митинге под названием «Реакция 2.0» и информационном пространстве Кыргызстана мы поговорим с медиаэкспертом. У нас в гостях Айбек Турдалиев. Айбек, добрый вечер. Сегодня мы являемся свидетелями давления на СМИ. Гражданское общество и блогеров. Как вы думаете, можно ли назвать это давление беспрецедентным? Да, это последние иски семьи Матраимовых вызвало эффект Барбары Стрейзенд, так как они не ожидали, что гражданское общество, блогеры, журналисты объединятся и выйдут на очередной митинг с требованием расследования коррупционных дел семьи Матраимовых. Также мы видели, были беспрецедентные атаки DDoS на сайты фактчек, и позже, когда они перепечатали эти информации про жену Матраимова, так называемой нашей Эвита Перрон,
были атаки. Вот, Айбек, смотрите, что мы видим сегодня на СМИ, которые говорят о коррупции, и о Раймбеке Матраимове подвергаются давлению. Их сайты атакуют хакеры, интернет-тролли, но вместе с тем эти люди также поддерживают власть. Можно ли разглядеть в этом некую связь? Как вы думаете? Можно предположить, так как мы не владеем точной информацией, поэтому можно просто предположить, так как почерки исполнителей идентичные, похожие, и некоторые журналисты, которые работают про властных СМИ, в свободное время подрабатывают именно в фабрике троллей. А как вы думаете, почему, если учитывать ваши предположения, эти люди идут подрабатывать? Экономика. Хорошо. Деньги. Вот сегодня прошел очередной митинг. Люди ждут реакции власти, но адекватной реакции пока нет. Почему так происходит, как вы думаете? У президента уже не остается другого выхода, так как эта акция будет продолжаться. Первый митинг именно было против коррупции, а вот второй из-за давления средств массовой информации и невероятные за большие деньги иски. И общество уже по-другому действует. Еще один такой вопрос задам. Как вы думаете, вот эти многомиллионные иски, которые поданы на средства массовой информации, не приведут ли к самоцензуре, собственно, независимых СМИ? У нас буквально вот полминуты. Нет, абсолютно нет. Я считаю по-другому, так как эти же иски объединила, привела к консолидации блогеров, журналистов и всех независимых СМИ. Айбек, большое вам спасибо за интервью. Всего доброго, до свидания. К другим темам. На кыргызско-таджикской границе снова стреляют, как и в предыдущие разы. Версии произошедшего сторон противоречат друг другу. Как итог, 9 пострадавших. Акрам Абдукахор продолжит. По рассказу очевидцев, как с таджикской, так и с кыргызской сторон, сегодняшний конфликт возник из-за избиения. По одной версии таджикского школьника кыргызстанцами, по другой – жителя кыргызского села таджикистанцами. Но, как пишут кыргызстанские и таджикистанские СМИ, к нынешнему конфликту привели бытовые стычки прошедших дней. По рассказу жителей кыргызского села Кокташ, несколько дней назад житель таджикского села Сумуньон возвел забор, по их утверждению, на спорном участке. Это вызвало недовольство кыргызстанцев. Позавчера тут неподалеку возвели забор на краю дороги. Наши старшие провели переговоры, они сказали, что забор уберут послезавтра, но ничего не убрано до сих пор. Видимо, по этой причине отношения жителей соседствующих сел стали натянутыми. Люди вступали в словесные конфликты, которые позже переходили в реальные столкновения с применением подручных средств. Утром сидел, завтракал. Неожиданно кинули камни к нам во двор. Несколько камней попали в машину, разбили стекла. Отогнал ее подальше, но потом стали кидать камни в крышу, побили шифер. Далее оппоненты и вовсе начали ловить и избивать друг друга. Это обострило конфликт до такой степени, что сегодня утром около 200 человек с обеих сторон собрались на границе и начали словесную перепалку. Далее метание камней. Чтобы разнять толпу, на место прибыли милиционеры и пограничники двух стран. Вначале силовикам удалось разнять толпу, однако через какое-то время началась стрельба. И вот тут версии сторон сильно расходятся. По данным кыргызстанской госпогранслужбы, выстрел был произведен с таджикской стороны. С таджикской стороны неизвестные лица начали закидывать камнями граждан Кыргызстана, которые в ответ камнями разбили лобовые стекла 2 автомашин граждан Таджикистана. А через 20 минут с таджикской стороны был произведен выстрел. Военнослужащий внутренних войск МВД КР получил ранение. А вот источник радио Узуди в администрации Исфаринского района заявил, что стрельбу начала кыргызская сторона. По словам чиновника, это случилось в тот момент, когда таджикистанцы повалили предполагаемого виновного в избиении таджикского школьника на землю. Когда жители Джамуата Чорку вмешались и повалили обидчика-подростка, кыргызские пограничники открыли огонь по гражданам Таджикистана. В ответ таджикские пограничники также открыли огонь, и только после этого кыргызские военные прекратили стрельбу. По итогам конфликта с таджиками
таджикской стороны пострадало 3 человека, с кыргызской – 6. У большинства сотрясение мозга. На этот час конфликт утих. Руководство Сагдийской и Баткенской областей провели переговоры. Стороны решили снести забор на спорном участке и продолжить работы делимитации спорных участков границы. Смотрите далее в нашей программе. Малоимущим казахстанцам банки больше не дадут в долг. Новый закон о кредитовании вступает в силу с нового года. Эти поправки направлены на благо людей, для того, чтобы они не попадали в кредитную зависимость. В Казахстане принят закон, согласно которому банки перестанут кредитовать людей с низкими доходами. Теперь те, чьи зарплаты ниже прожиточного уровня, не смогут взять товар в рассрочку либо получить беззалоговую суду. Эта мера, говорят в Нацбанке, позволит уменьшить уровень закредитованности населения. Закон начнет действовать уже с начала следующего года. Шалпан Разбекова продолжит. Телефоны, мебель и бытовая техника в кредит может стать роскошью для людей с зарплатой меньше прожиточного минимума. Всему виной высокая закредитованность населения. Данная проблема серьезно напугала депутатов. Ведь эта статистика вредит рейтингу страны, говорят народные избранники. В связи с чем парламентарии направили депутатский запрос главе Национального банка. Нужно ужесточить требования к банкам, которые выдают кредиты неплатежеспособным заемщикам. Потакая банкам и идя на поводу у них, регулятор создает дополнительные риски, не только социальные, но и вредит суверенному рейтингу нашей страны. Национальный банк готовил ответ в течение месяца. По данным финрегулятора, за 10 месяцев текущего года рост портфеля беззалоговых потребительских займов составил лишь 8%, а среднемесячная зарплата казахстанцев увеличилась на 16%. Но в любом случае с нового года всем подряд выдавать кредиты уже не будут. С 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков. Введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Такое нововведение приветствует финансовый обозреватель Бота Жуманова. В целом, я, например, очень позитивно отношусь к таким поправкам, потому что в конечном счете эти поправки направлены на благо людей, для того, чтобы они не попадали в кредитную зависимость, а дальше, скажем, там не становились жертвами коллекторских компаний, и фактически не делали свою жизнь хуже. Но в первую очередь, говорит эксперт, это должно затронуть те компании, которые недобросовестно кредитуют людей. Это так называемые онлайн-кредиторы. Дают деньги по одному документу и под колоссальные проценты, иногда достигающие 700% в год. На самом деле закон, защищающий права потребителей, уже существует. Казахстанцам и раньше отказывали в кредите, если их ежемесячный платеж превышал 50% от его дохода. Но некоторые финансовые институты все же находят выгодные лазейки в законе. Успешность внедрения таких поправок будет полностью зависеть от того, насколько агентство по финансовому надзору будет эффективно проводить мониторинг и работу с такими организациями, которые, по идее, должны свернуть свою деятельность, закрыть свои определенные компании, которые занимались не совсем этичным кредитованием. Рядовые казахстанцы новый закон поддерживают, но есть и те, кого эта новость расстроила. Я думаю, что, наверное, и правильно, потому что если это меньше будет людей, которые подвергнут себе опасности. Почему бы не давать? Зарплаты маленькие, люди что-то хотят приобрести, и им не хватает денег. Если у человека голова работает, вообще не надо с банком связываться. Никогда не надо брать кредит. Надо жить по своим средствам. Поручение Касым-Жомарта Токаева запретить выдавать кредиты людям с низким доходом прозвучало еще этим летом. Касалось это в первую очередь беззалоговых займов. Шолпан Розбекова, Ганизат Оспанов и Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. О новом законе и последствиях его принятия мы поговорим с казахстанским экономистом Петром Своиком. Господин Своик, добрый вечер. Прежде всего, известно ли вообще, какой процент от всех кредитуемых составляют малоимущие граждане Казахстана? Господин Своик, слышите ли вы меня? Такой статистики нет. Возможно, она вот сейчас появится, когда какую-то часть будут отсекать. Но вообще, я вам скажу, граждане Казахстана чуть ли не на круг малоимущие. Вот если даже взять официальную статистику, то где-то больше 40% всех семей в Казахстане, они тратят на еду до 50% своих доходов. А это уже бедность. А есть где-то примерно треть семей, у них 2/3 дохода уходят на еду.
ну, это даже не бедность, а уже ближе к нищете. Вот. Поэтому страховаться от малоимущих банки будут, наверное, достаточно активно, тем более, что с Нового года включается уже и государственное регулирование даже для микрофинансовых организаций, то есть государство будет этого требовать. Вот. Ну, по-своему, это, в общем, правильная мера, потому что кредиты для малоимущих – это не выход из бедности, наоборот, это западня и для них самих, и для банков. Вот. Вопрос бедности надо решать, конечно, вне банковского кредитования. А вообще, насколько сильно закон этот может ударить по этой прослойке? Нельзя же утверждать, что люди Казахстана живут за счет кредитов. Я не думаю, что закон ударит, потому что, еще раз повторяю, если ты бедный и берешь кредит именно потому, что ты бедный, то ты его все равно не отдашь. Вот. Ну, может быть, у тебя, если нервы железные, то ты можешь спокойно терпеть, когда тебя донимают, что давай, отдавай. Но все равно же тебе больше 1-2 таких кредитов не дадут, поэтому ты все равно из бедности-то через это не вырвешься. Надо решать вопросы бедности, они очень и очень актуальны для Казахстана, но это не на том пути, чтобы облегчать получение кредитов вот для таких потенциально несостоятельных заемщиков. То есть, получается, принимая этот закон, власть прежде всего заботится об имидже страны или все же о собственных гражданах? У нас 30 секунд. Да, я думаю, что тут чисто и государство страхуется, и граждан страхует, и банки страхуются. Тут даже не до имиджа, а просто надо как-то немножко наводить порядок в этом деле. Господин Свойк, большое вам спасибо за интервью. Всего доброго. До свидания. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня в мире отмечается Международный день мигранта. В Таджикистане его отметили вручением премии «Лучший правозащитник мигрантов» в 5 номинациях. Победителем в одной из номинаций стал корреспондент нашей программы «Настоящее время Азия» в Москве Арслан Мударисов. На награждении побывал Анширвон Арипов. Премию «Лучший правозащитник мигрантов» в Таджикистане вручают во 2-й раз. Организаторы уверены, что церемония должна стать одним из главных событий года, так как практически в каждой семье здесь есть свой уехавший на заработки. 90% населения живет за счет поступления от трудовых мигрантов из-за границы. Премию вручили по 5 номинациям: лучший представитель гражданского общества, лучший проект в поддержку мигрантов, лучшая организация содействия трудовым мигрантам, а также лучший материал СМИ о трудовой миграции. В первую очередь, конечно же, это привлечь внимание к проблематике трудовой миграции. Ну и в то же время показать и тех людей, и отметить тех людей, которые действительно вносят свой вклад в улучшение ситуации трудовой миграции в Таджикистане. За лучший материал СМИ о трудовой миграции был заочно награжден корреспондент «Настоящего времени» Арслан Мударисов. В жюри отметили, что его репортажи были самыми достоверными и беспристрастными из всех представленных на конкурсе. Было очень много участников, но те репортажи, которые представил нам Мударисов в вопросах прав трудовых мигрантов, показались наиболее весомыми. Решения о победителях представители общественных организаций и госструктур принимали вместе, так что, по мнению организаторов, этот выбор сбалансирован. Ну и вот как прокомментировал победу в номинации сам Арслан Мударисов. Тема соблюдения прав трудовых мигрантов сегодня актуальна как никогда. Как мне кажется, она показывает болячки нашего общества и степень соблюдения прав человека в стране в принципе. Я очень благодарен за премию. Очень приятно, когда твою работу ценят. Также хотелось бы сказать спасибо всем правозащитникам, с которыми мне приходилось работать. Ну и, конечно, команде моей программы, без которой ничего бы этого не было. Спасибо вам. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго.